Это действительно простая история, правда не совсем обычная. Она началась в 1996 году. Именно тогда наша съемочная группа снимала безнадзорных детей. Мы оказались свидетелями лишения родительских прав отца семейства Перминовых. Мать бросила детей и уехала. Отец оказался хроническим алкоголиком и уже сильно болел. 4-летний Сергей и 8-летняя Илона были предоставлены сами себе, живя в разрушенной, неухоженной квартире. Мальчишка уже тогда был очень смышленым, с хорошей памятью. Я сегодня сбилась с ног, у меня пропал щенок. 2 часа его звала, 2 часа его ждала. За уроки не садилась и обедать не могла. В это утро очень рано заскочил щенок с дивана. Стал по комнате ходить, прыгать, лаять, всех будить. Он увидел одеяло, покрываться нечем стало. Усыновить детей взялась бездетная семья Кутарба из села Кутол. В этом доме давно ждали детей. أخوجد حمام أخوجد أحتخن أخوج كرزن حقاق وان يرجع سرجع حرشت يشتي أخوج كدارة كرتوان أخوج بشكل ده حجر أحتخن خم ну не получалось أورس حاشة حكيت برت أخوج كوان صحة يرزنك يرجع سرجع حاشة وتأخوج كورا جرا يا حكبها طبخة خيش تريس أشتو يشتي كرتوات الجراس تخوي يشتي أخوج كوا أكجي سيجزو ميسمو برت أخوج كرزحن دررزن خندير قدر رزن خندوت حينو محجورما هاي بشرش تخوس كيجدروت شعيس شجو أبستاز عرخة سخسيك زوم يسمو خوش كودر رزحنا جباز بو يسول شو خوجي يسول شو الله يساعدزوت أوارتيك أوزغرت. С первых же дней приемные родители показали весь дом, рассказали его историю, накормили детей досыта. Пышно отметили первый же день рождения, собрали всех соседских детей, и это было первый раз в их детской жизни. Так началась размеренная, спокойная сельская жизнь. Приемные родители обрели смысл жизни, а дети – любовь и ласку. Самое главное, я их нашла. Вот это для меня радость. Сколько я искала и нашла. Они очень хорошие дети, воспитанные, послушные, как некоторые. Нет, по соседям так не бегают. Что мама говорит, то и делает. Сейчас она пойдет в школу, будет хорошо учиться. Дальше тоже пойдет учиться. Она мне сказала, я хочу быть учительницей. Сделаем, чтобы она была учительницей. Постараемся. Все для них. Ирласын вай. Ирласна? Росла. Вай. Вай. Мама бабацой? Мама бабацей. Прошло долгих 9 лет. Мы решили проверить, как изменилась судьба приемных детей, и были приятно удивлены. Ахра, так просил называть его Сергей, и его сестра Илона настолько вписались в быт семьи Кутарба, настолько адаптировались в сельской среде, что даже изменился их тип поведения. Но самое главное, дети говорили на чистейшем абхазском языке. Они ходили в Кутолскую абхазскую школу. Цара брайсот нцото брезноп сара бра катасскопху хвисре хари рехайцны сымша шат стала рахцой тай цухмарут вот нас сара шурпа фото дапхан рахара райсымша хайцу сара абат класса 100 Опа, школ весь класс салгот, весь класс санал, галак физико-математический факультет стал растаху. Пусть санал галак которых скижна арцевра сала горцо по школе джа. Ара которых джа дары все бископ ход саш целахи.
Дети стали полноправными членами этой семьи. Илона следит за домом, помогает матери. Ахра с отцом работает в поле, следит за скотиной. Семейный уют и ласка сделали свое дело. Каждый нашел себе место в доме. Однако вначале не все шло так гладко в воспитании детей. Не слушались первое время. Зачем это, я не буду скрывать. Трудно мне было. Даже иногда бывало, что сама себе ночью ложилась спать и думала, ну, зачем нужно было мне это, со слезами. Я бывала даже вот ночью ложусь, чтобы дети мои голодные не были. Я не кушала, им оставляла. Потом уже постепенно время прошло, как-то легче стало мне. Вижу, что у меня отдача есть. Девочка начала учиться хорошо, мальчик в школу пошел. Улица, на которой живет семья Кутарба, опустела. Люди разъехались в поисках работы. Однако наша семья упорно держится за землю. Лиана уверена, если потрудиться, прожить и здесь можно. Соседей нету, потому что все разъехались. Возможности нету, своих детей не могут прокормить. А здесь у нас работы нету, чтобы нормально поработать. Пойти сказать, вот, дайте мне работу поработать. Буду держать свинью, буду держать корову, с селения я не ушла. Дети мне помогают. Я вот, государство должна хоть что-то сделать для вот таких людей. Вы сами видите, везде пустые. Никто не остался. Если будет работать, если нормально будут платить, то все здесь будут работать. Я лично буду работать. Куда-то поеду, что-то куплю, принесу оттуда, туда продам. Или же фрукты, когда будут, вот так экономлю и живу. То курицу порежу, то индюшку порежу. Семья Кутарба – наглядный пример того, что абхазскому селу нужна помощь и опека государства. А пока что они сами помогают другим нуждающимся. Каждое утро перед школой Илона носит еду бедным соседям. Мама исалҳахьеит бырҟәаҵ убырҭаха сара ирыцҳасшьоит ашьжьымҭан сангылалак иаразнак рхәы згоцара крысфаанӡа. Афатә ҟаҳҵацыԥхьаӡа урҭ рхәы ҳгоит, избанзар ирыцҳаҳшьо, дара акагьы рзааҵаӡом, ҳа ҳоуп изхәаԥшуа. 80-летняя парализованная женщина уже год как прикована к кровати, а у ее 27-летнего сына психическое расстройство. Живут они подаянием семьи Кутарба и никакой другой помощи не видят. Нам показалось символичным то, что приемные дети растут такими милосердными людьми. А тем временем прошло еще 7 лет, и мы осенью 2012 года снова едем в Кутол проведать нашу дружную семью. Здесь вовсю кипит работа. Ахра мешает забродивший виноград, Илона кормит кур во дворе. В минуты отдыха возятся с щенками. Мир, гармония и благополучие царят в этом доме. Дети были измученные, что правда, то правда.
не голодные, холодные. Я взяла их документально, насильно ни у кого не отняла. Все знают, ни от кого никакой помощи, ни от чего никого не просила. Сама, что я кушала, то и кушали они. Все трудности уже позади, я уже все спокойная. Да, я себя считаю счастливой матерью, потому что у меня 2 детей. Как некоторые вот считают, женщины есть, считают, раз русские детей воспитала или абхазские дети, мне разницы нету. Эти дети мои я воспитала. Не та мать, которая родила, а та мать, которая воспитала. Я по-своему воспитала. Хорошо или плохо, это ясно. Уже дочка медицинский закончила лабораторное дело. Сын на следующий год в мае заберут его в армию, приедет, буду его женить. Вот где мы живем, отцовский дом. Вот это наш отцовский дом. Я хочу, чтобы мой сын не терял отцовский дом, чтобы он жил. Я в жизни вот им не говорила, что вы чужие дети, не мои дети. Пускай они знают, что я их воспитываю. Мальчику было 4 годика, девочке было 8. Трудности у нас с мужем были. Я правду могу сказать, потому что и не стесняюсь. Трудности были. И соседи говорили, ой, она сможет детей воспитать. Но я по-своему. Сейчас я спокойная. Дай Бог, чтобы дети, женщины, вот как я, вот как наша семья, пускай знают, пускай берут. Они достойные дети. Все забывается, когда дети в доме. А эти дети уже для Абхазии 2. А тем более мальчик растет. И сын Абхазии будет. В армию пойдет, придет, он уже мужик. Отцовский дом не потерял. Придет кто-нибудь, с радостью дверь открывает. Это же радость. Все мужские работы в поле выполняет повзрослевший Ахра. Он отлично чувствует себя в деревне и никуда уезжать не собирается. И вообще уже давно чувствует себя хозяином в этом доме. Мы с удивлением узнали, что он сочиняет стихи на абхазском языке. Хотя я русский по происхождению, но я здесь вот в семье абхазской, я чувствую себя абхазом. Здесь с удовольствием я буду жить всю свою жизнь. В мае пойду в армию, отслужу. Отсюда мы никуда не уедем. Здесь отец, его отец, все предки наши здесь жили. Глава семейства доволен. Дети его не подводят. Он спокоен. Очаг в его доме уже точно не погаснет. Пока по своей очереди идет жизнь. Жизнь все покажет. Посмотрим, кем мы будем в будущем.